Знакомый для многих песни, но уже на 2 языках открывает межрегиональный патриотический слет «Наследие Победы». Порядка 100 участников, предоставляющих 8 субъектов, будут бороться за право называться лучшими в военной подготовке. Торжественное открытие начинается со слов наставника. Мы очень рады приветствовать вас на земле Республики Ингушетия. Вы все знаете, что в продолжение в течение 2 лет, 3 лет, пока шла эпидемия ковид, не было возможности проводить такие вот встречи, такие конкурсы. И в связи с этим нам тем более приятно, что мы начинаем этап это в Северо-Кавказском регионе на территории нашей республики. Разрешите от себя лично пожелать вам успехов в данном конкурсе. Пожелать, чтобы победил сильнейший. Команда в спортивной военно-патриотической игре соревнуется в разных прикладных военных видах спорта. По сути дела, это полноценный курс начальной подготовки. Сегодня у ребят никаких соревнований, только знакомство и марш по плацу. В настоящих супергероев на этих соревнованиях превращаются даже хрупкие девушки. И несмотря на то, что это конкурс, победа в нем очень условна. Ведь главный приз – бесценный опыт, а он участникам гарантирован. В данных регионах такие мероприятия проводятся, наверное, не часто. Поэтому здесь это развивать нужно почаще, потому что это сплочает людей. Мы из Севастополя, мы приехали сюда, и мы увидели это все вокруг. И когда-то мы позовем вас в Севастополь. Поэтому эти мероприятия делают так, что разные народы дружатся с друг другом и сплочают всех. Поэтому я считаю, что эти мероприятия должны проводиться часто. А вот для других победа не менее важна. К примеру, команда из Кабардино-Балкарии участвует не в первый раз. Ребята настроены серьезно. Мы приехали сюда для того, чтобы выиграть. Исключительно только для этого. И больше никаких целей не имеем. Всего от Ингушетии в соревнованиях принимают участие 40 активистов, 2 команды. Первые – юноармейцы, а вторые – воспитанники Горского кадетского корпуса. 20 хорошо подготовленных ребят уже занимали призовые места ранее в таких конкурсах. Кстати, помимо силовых видов, эти ребята соревнуются и в музыкальной номинации. Право представлять нашу республику досталось самому юному игроку – Рамзану Салтаеву. В прошлом году мальчик выиграл во всероссийском конкурсе талантов. Останалакырца песни, грузинские песни, Аязия Иосиф Кобзон. Це песни виноградной косточкой. Останалакай Азис Нолкостицан, Цанлакай Шин, Кыток Боложи, Хоудоложи, Цандик Худоложи. Тон Хабим Бен Шандал, это Бахкл. Их курс молодого бойца начинается здесь и сейчас. Полевой лагерь, пойдем в 6 утра. Зорница – тот случай, когда важна не победа, участие главное. Стрельба, ориентирование на местности, физподготовка вместе с препятствием преодолевают и себя. Потому что это объединяет людей. Это делает их более такими патриотичными, наших кадет. Наши гости, вот они здесь впервые, они удивлены приятно приемом и таким отношением к себе. Вот. Нам это очень важно. Мы планировали провести это мероприятие еще в прошлом году, но не получилось у нас из-за ковида. Но в этом году все, как видите, получилось. 9 команд приехало к нам из регионов. Впереди у каждого из участников 3 дня соревнований, в котором им предстоит выложиться на все 100, чтобы стать лидерами военно-патриотической игры «Зорницы». Ну а в день официального закрытия соревнований для гостей республики организуют выставку вооружений российской армии и проведут показательные выступления. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.